Бог избрал вас, чтобы поделиться Его благодатью с широким кругом людей по всему миру. В ваших обстоятельствах не следует винить свое окружение, и вас не должно поглощать чувство отчаяния. Сохраняйте самообладание в трудную минуту. Божественное присутствие Бога – это то, чем нужно дорожить и на что можно положиться. В великой схеме Вселенной все происходит по какой-то причине и в нужное время. Посмотрите это видео до конца, если хотите стать свидетелем чудес в своей жизни. Сохраняйте силу, верьте Его словам, регулярно молитесь и доверяйте Ему. Вы находитесь на пороге прорыва, и Бог сообщает вам об этом. Если вы верите, что способны выполнить все, что намеревались сделать, подтвердите это, сказав «Аминь». Стоя перед Тобой, Господь, я прошу Твоего бдительного надзора за моим психическим и эмоциональным здоровьем в течение всего дня. Направь меня к любви, а не ненависти, вере, а не страху, позитиву, а не негативу, служению другим, а не корысти, чистоте, а не нечистоте. Я, естественно, легко отвлекаюсь, и мне нужна ваша помощь, чтобы предотвратить это, когда я нахожусь в компании других людей. Если вы верите в Бога, проявите свою поддержку, поставив лайк и поделившись этим видео. Я полностью осознаю, что мое путешествие до сих пор и мое дальнейшее существование обусловлены руководством Бога. Бог – единственная сущность, которой я могу доверять и доверять. Я благодарен за то, что в моей жизни есть такой защитник и источник вдохновения, как Он. Я умоляю Тебя, Господь, даровать мне силу и стойкость, чтобы выдержать все потенциальные обстоятельства, противостоять трудностям и пройти через них. Доверьтесь Его словам и положитесь на Него. Я хочу, чтобы Ты знал, что я люблю Тебя, и вместе мы преодолеем все, с чем нам придется столкнуться. Доверься мне, и я подниму тебя. Я наполню твои руки благословениями и облегчу бремя беспокойства из твоего сердца. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы вы благословили меня своим миром и мудростью, пока я стремлюсь выполнить задачи, которые вы мне поручили, направляя меня к правильным решениям. Даже если жизнь сейчас кажется сложной, доверьтесь моему выбору времени. Выразите свою любовь и благословение Богу, поблагодарив Бога на сумму до $100. Доверьтесь мне, и вскоре вы увидите, как ваша текущая ситуация изменится. А пока найдите время, чтобы оценить рассвет нового дня. Я знаю, что по Твоей воле я не ослабею сегодня. Твоя воля должна быть исполнена, Господь, если я хочу продолжать жить. Состояние планеты действительно опасно, и крайне важно иметь непоколебимую веру в силу молитвы. Сила молитвы может сдвинуть горы, и Бог может достичь всего, чего Он задумал. Аминь. Вам больше ничего не нужно, так как я уже все для вас предоставил. Я поддерживал тебя во всех проблемах твоей жизни и всегда буду рядом. Я заботился о вас, ваших близких и всех, кого вы считаете важными, и буду продолжать это делать. Ты можешь быть уверен, что я никогда не оставлю тебя. Так что оставайся храбрым и знай, что я всегда с тобой. Я – ваша основа стабильности, ваша поддержка и ответ на все ваши молитвы. Я ваш якорь, и я всегда буду защищать вас, воодушевлять вас и находить способ преодолеть любые препятствия, которые бросает вам жизнь. Я нахожусь в тот момент своей жизни, когда я готов начать что-то новое, закрывая таким образом эту главу своей жизни, прежде чем перейти к следующей. Благодарение Тебе, Святой Отец Небесный. Поэтому я молюсь, чтобы вы направляли меня,
когда я беру на себя дополнительные обязанности. Пожалуйста, помогите мне подготовиться к получению вашей любви и благодати в этой жизни. Я благодарен. Мы ценим огромное количество любви, которую вы нам подарили. Пожалуйста, молитесь, чтобы я не успокаивался на дисциплине, которую мне необходимо поддерживать, чтобы регулярно общаться с вами и пить из источника вечной жизни. Даже если вы не видите выхода, Бог работает для вашего блага и создает для вас путь, даже если это кажется невозможным. Сегодня Господь изольет на вас свое благоволение и благословение. Никогда не забывайте, что Бог контролирует всех. Если сатана получит контроль над вами, он намерен украсть всю радость, мир и удовольствие в вашей жизни. Некоторые сферы вашей жизни, включая финансы, отношения и здоровье, могут оказаться под угрозой. Однако это всего лишь признак того, что вы приближаетесь к достижению своих целей. Настойчиво и никогда не сдавайтесь. Вы остро нуждаетесь в исцелении во многих сферах, включая физическую, духовную и финансовую. Я признаю, что вы в течение значительного периода времени боролись с многочисленными проблемами. Божественное послание утверждает, что вы не должны позволять действиям других диктовать ваше поведение по отношению к людям, находящимся в непосредственной близости от вас. Это применимо как к физическому, так и к эмоциональному вреду. Есть определенные люди, которые не питают к вам никаких негативных чувств или намерений. Сообщите им, что вашей обычной практикой является появляться и даровать благословение своим последователям только в самые трудные времена, и что вы стремитесь просветить их по этому вопросу. Я умоляю вас даровать тем, кто борется в этом мире, силу, надежду и спокойствие, которые им необходимы, чтобы справиться с их затруднительным положением, согласно водительству Святого Духа. Не стоит вынашивать мысли, направленные на собственное уничтожение и забвение. Однако очень важно наполнить свой разум не только позитивными, но и реалистичными идеями. В этот момент в вашу сторону выдыхает Бог, единственный Создатель Вселенной, ответственный за изгнание звезд в космос. Иметь его на своей стороне гораздо важнее, чем любое противодействие, с которым вы можете столкнуться со стороны остального мира. Если вы продолжите беседовать со мной, я помогу вам различить хорошие и плохие стороны вашей жизни. В вашей жизни есть определенные люди, которые никогда не будут стремиться тянуть вас или других вниз. Вы можете представить себе сотню разных вещей, которые могут пойти не так, но Бог завел вас так далеко не для того, чтобы оставить вас. Теперь, когда вы достигли этой фазы своего путешествия, будьте спокойны и знайте, что я Бог. Вместо того, чтобы жить с мыслью, что вы не заслуживаете ничего чудесного, что может произойти в вашей жизни, обогатите свою жизнь радостями, которые она может предложить. Пока мы вместе, вы вольны вести себя так, как пожелаете. Я вас очень люблю. Другие люди не признавали тебя, пока ты еще рос в утробе матери. Тогда они не могли узнать, кем ты был. Выбор, который делают другие, не может повлиять на вашу судьбу, потому что тогда они вас не признали. Из-за своих действий они не одарили вас благосклонностью и королевской властью, а также не предоставили вам исчерпывающего плана вашего жизненного плана. Вся слава принадлежит тебе, Святой Отец Небесный. Я надеюсь, что вы услышите мои молитвы и ответите на них так, как считаете нужным. Я благодарен, что вы услышали мою молитву и ответили на нее сегодня утром. Я молюсь за вашу благосклонность и благословение для моей семьи, друзей и всех, кто борется,
переживает трудные времена и нуждается в чуде. Я молюсь, чтобы вы исцелили их сегодня от всего, что вы видите в их жизни и требует исцеления. Предложите им мир, который только вы можете обеспечить, находясь рядом с ними. Заверьте их, что вы всегда слышите их молитвы и будете продолжать это делать. Дайте им знать, что вы тот, кто может и сделает все, чтобы все сложилось в их пользу, и у вас есть сила, чтобы все пошло именно так. Ваше тело очень быстро почувствует себя лучше, и вас будут осыпать благословениями, благосклонностью и чудесными событиями. Эти подарки прямо сейчас на пути к вам домой, и вы можете заявить о них как о своих, если уверены в успехе. Прилив поворачивается в вашу пользу, и волны, которые должны были утопить вас, будут теми, на которых вы будете мчаться навстречу своей судьбе. Я сильнее ненависти ко мне в твоем сердце, а страх, который ты испытываешь ко мне, не соответствует моей силе. Что бы ни случилось с тобой в прошлом, меркнет по сравнению с силой, которой я обладаю. Я сильнее той боли, которую ты сейчас чувствуешь. Бог пообещал: я взорву твой разум всем этим изобилием. Помимо финансовых выгод от этого события, которые включают увеличение вашего благосостояния, вы также получите лучшее здоровье и более счастливую жизнь. Приготовьтесь принять все, сохраняя при этом чувство благодарности и доверия. Небесный Отец, я благодарю Тебя, потому что Ты Бог, творящий множество чудес, и за это Ты заслуживаешь хвалы. Я умоляю Тебя искоренить любое зло, мешающее чудесам происходить в моей жизни, и прошу Тебя сделать это так, чтобы Тебе было приятно совершать это дело. Услышь мою молитву и исполни мою просьбу. Бог говорит своему народу: не бойтесь, ибо я с вами. Не ужасайтесь, ибо я ваш Бог. Я укреплю вас, помогу вам и поддержу вас праведной рукой правой руки. Рука. Мы верим, что какие бы трудности ни бросала нам жизнь, всегда есть возможность обратиться за помощью через молитву. Это краеугольный камень нашей веры. И если мы боремся каким-либо образом, физически, умственно или духовно, одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать, это молиться о помощи высшей силе. Сосредоточьтесь на Боге и наблюдайте, как ситуация разворачивается перед вашими глазами. Ваши отношения с Богом послужат образцом для всех других дружеских, любовных и профессиональных отношений. На протяжении всего моего существования я буду участвовать в бесчисленных взаимодействиях и отношениях и осознании того, что вы служите моей единственной защитой от тьмы, дает мне утешение. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы выразить свою глубокую признательность за любовь и защиту, которые вы мне оказываете. Даже когда вы чувствуете усталость и слабость, важно знать, что вы не одиноки. Вашим источником силы и устойчивости в такие времена является божественная сила. Сегодня вас ждет необыкновенное чудо. Расширьте это послание, распространив это видео. Вы заслуживаете моего самого высокого уважения на эмоциональном, духовном и финансовом уровнях. Наш Небесный Отец, я выражаю свою благодарность за любовь и заботу, которые Ты мне оказал. Я понимаю, что вы долгое время боролись с трудностями и испытаниями. Я прошу прощения. Я здесь сегодня, чтобы попросить вашей помощи в защите меня от опасностей, которые меня охватывают. Я приближаюсь к Тебе, потому что понимаю, что Ты всегда со мной и никогда меня не оставишь. Это понимание утешает и воодушевляет меня. Периоды страданий физических, умственных или духовных нашим первым шагом должно быть обращение к молитве.
Это самый действенный курс действий, который мы можем предпринять. Молитва – это чрезвычайно мощный инструмент, которым мы владеем как последователи Христа, но он часто используется недостаточно. У меня есть необычайный план, которого вы должны придерживаться до конца своего существования. Я управляю каждым вашим действием. Несмотря на то, что вы, возможно, не все это понимаете, я позабочусь о том, чтобы все развивалось так, как задумано. Я хочу, чтобы вы поняли, что ваше нынешнее положение меня не удивляет, и я организую все так, чтобы в конечном итоге было выгодно вам. Нет необходимости бояться, в конце концов все будет хорошо. Всякий раз, когда я играю, я стремлюсь к совершенству с первой попытки. На этом этапе все препятствия, независимо от их размера и продолжительности, которые мешали вашему прогрессу, будут устранены. Ваша вера возродится, ваши мечты и ожидания осуществятся, и множество необыкновенных возможностей наполнят вашу жизнь. Я непоколебимо верю в ваш потенциал, который превосходит мои самые экстравагантные ожидания. Это доверие проистекает из вашей внутренней веры, и я убежден, что вы способны на невероятные подвиги. Я уверен, что вы меня не разочаруете. Я готов даровать обильные благословения, даруя вам все, чего вы жаждали и на что надеялись. Ваши мучения скоро закончатся, и ждать осталось недолго. Вскоре вы насладитесь радостью любви, успеха, благополучия и новых возможностей. Блаженство уже не за горами. Во время своего пребывания на земле Иисус Христос принес исцеление бесчисленному количеству людей, путешествуя и провозглашая Евангелие. Он освободил этих людей от различных недугов, грехов и даже смерти, вернув их жизнь к нормальной жизни. Крайне важно, чтобы вы поддерживали непоколебимую веру в меня. Я сопровождал вас через все испытания, с которыми вы сталкивались в своей жизни, последовательно отдавая приоритет вашим интересам, и это никогда не изменится. Я благодарен за ваше присутствие, поскольку вы способствуете достижению всего, к чему я стремлюсь, доказывая, что вы являетесь источником авторитета. От того, от чего я завишу, и от источника силы, которая дает мне силу упорствовать, ты тот, кто воплощает в жизнь каждую из моих мечтаний, и я навсегда буду в долгу перед тобой за все, что ты для меня делаешь. Хотя я никогда не смогу ответить взаимностью на ваше сострадание, я постараюсь выразить, насколько глубоко я ценю все, что вы для меня делаете. Пожалуйста, помогите мне пережить чудеса, которые помогут мне преодолеть этот трудный период, который я сейчас переживаю в своей жизни. Я прекрасно осознаю, что масштабы того, чего можно достичь с вашей поддержкой, практически безграничны. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы вы выполнили мою просьбу. Я стремлюсь адаптироваться и готов отказаться от вещей, которые больше не служат мне положительно. Я также готов приспособиться к новым обстоятельствам и готов отказаться от вещей, которые больше не служат мне положительно. Я готов освободить место для настоящего и будущего, выпустив события прошлого. Вы сопровождали меня на каждом этапе этого путешествия. Вы поистине замечательны, и у меня просто не хватает слов, чтобы адекватно сформулировать, насколько я ценю все, что вы для меня делаете. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за постоянную поддержку и помощь, которую вы мне оказывали, когда я в ней нуждался. Вы сопровождали меня на каждом этапе этого путешествия. Спасибо, Небесный Отец. Умоляю Тебя о прощении, если я каким-либо образом согрешил или если я затаил в своем сердце какие-либо злые помыслы,
мешающие мне пережить чудо, которое Ты для меня приготовил. Пожалуйста, прости меня и позволь мне насладиться этим благословением. Ваша непоколебимая поддержка и сила служат мне опорой, основой, на которую я могу положиться. Именно ваше влияние воплощает мои мечты в реальность, и хотя я никогда не смогу полностью выразить свою благодарность за ваши действия, я постараюсь выразить свою признательность. В разгар этого сложного этапа моей жизни я смиренно ищу божественного вмешательства и руководства. Я осознаю, что с вашей помощью нет предела тому, чего я могу достичь. Я молюсь во имя Иисуса Христа о силе адаптироваться, освободиться от вещей, которые больше не вносят положительного вклада в мою жизнь, и принять новые ситуации. Я готов отпустить прошлое и освободить место для настоящего и будущего. На каждом этапе этого пути вы были постоянным спутником. Слова не могут адекватно передать мою благодарность за вашу поддержку, но я пользуюсь этим моментом, чтобы поблагодарить вас за вашу неизменную помощь в трудную для меня минуту. Если я совершил какие-либо проступки или затаил какие-либо негативные мысли, которые блокируют Твои благословения, Небесный Отец, я прошу Твоего прощения. Я молюсь, чтобы Вы простили меня и позволили мне испытать благословения, которые Вы приготовили для меня. Я сосуд радости. Я понимаю, что мир не всегда может соответствовать моим ожиданиям, но я призываю вас положиться на меня в такие моменты. Я способен преодолеть любые препятствия, встающие на моем пути, так как нахожусь в отличной физической форме и устойчив к болезням. Несмотря на то, что текущая ситуация кажется мрачной, я концентрируюсь на тех аспектах, которые вызывают у вас стресс. В конечном итоге победа будет за вами. Вы находитесь в молитвах многих людей, и с их поддержкой и одобрением вы преодолеете свои трудности. Верьте, что Бог на вашей стороне. Твердыня рушится, благосклонность высвобождается, и долгосрочные последствия длительных ситуаций наконец рассеиваются. Если вы поверите в меня, я верну то, что у вас украл дьявол, ваше здоровье, богатство, отношения и многое другое. Вы выжили, и хотя лишь немногие понимают, что вам пришлось пережить, знайте, что я буду постоянно воодушевлять вас. Возможно, вы не видите, как все обернется в вашу пользу, но верьте, что я, ваш Небесный Отец, работаю над тем, чтобы так и было. Вам суждено осуществить свои мечты и достичь значительных высот. Несмотря на ваши прошлые трудности, поймите, что я никогда не буду обременять вас больше, чем вы сможете вынести. Даже если вы тосковали по другим обстоятельствам, помните, что прошлое неизменно. Однако я могу заверить вас, что ваше будущее не останется прежним. Сохраняйте веру в Бога и помните, что нынешние проблемы временны. Рука Божия готова совершить необыкновенное чудо. На горизонте появляются новые возможности, и неблагоприятная последовательность событий меняется. Начинают появляться признаки выздоровления. Не беспокойтесь о времени, которое вы несете. Я могу взять на себя бремя мира и всегда поддержу тебя. Бог уверяет, что если вы сделаете его центром своих планов, все пройдет гладко. Помните, что Бог лично общается с вами. Ваша нынешняя борьба мимолетна. Я признаю ваш тяжелый труд и знаю, что чудесная рука Бога вот-вот откроется, что приведет к беспрецедентным изменениям в мире. Мы наконец-то подошли к началу новой недели, что является признаком того, что все, что вы желаете, включая отношения, финансовую стабильность и работу, которую вы хотите, уже в пути. Несмотря на любые негативные мысли,
которые могут у вас возникнуть, доверяйте Божьим обещаниям. Библия опровергает любую дезинформацию противников. В вашей жизни вот-вот произойдут значительные и полезные перемены, и они начнутся в ближайшее время. Если вы согласны, подтвердите, ответив «да». Бог ясно дал понять, что Он не будет игнорировать ваши молитвы и просьбы. Бывают случаи, когда Его ответ оказывается неожиданным, поэтому будьте бдительны и внимательны. Если вы сосредоточитесь на Нем, вы лучше поймете Его пути. Предстоящие события не связаны с вашими навыками, достижениями или усилиями. Они будут развиваться согласно Божьему плану, и Он останется под контролем. Вам предстоит благословить что-то настолько необычное, что это не поддается объяснению. Разве я не призывал вас проявлять смелость и энтузиазм во всем, что вы делаете? Господь, твой Бог, идет впереди тебя и будет сопровождать тебя, куда бы ты ни пошел. Нет необходимости в страхе или беспокойстве. В вашей жизни скоро произойдут позитивные изменения. Давняя проблема, которая вас беспокоила, скоро останется позади. Помните, мы дожили до новой недели, и все, на что вы надеялись, уже на пути к вам. В преддверии новой недели это явный признак того, что все, чего вы желаете, будь то идеальные отношения, финансовое благополучие, дом вашей мечты или идеальная работа, приближается к вам. Не позволяйте никакой оппозиции поколебать вашу веру в это. Это небесная истина, провозглашенная Творцом, независимо от каких-либо противоречащих сведений, которые мог внушить вам противник. В вашей жизни вот-вот произойдут существенные и полезные перемены, и они скоро начнутся. Вы согласны? Если да, подтвердите это. Создатель однозначно заявил, что не примет ваших молитв и просьб. Тем не менее, могут быть случаи, когда моя реакция превосходит ваши ожидания. Подобные инциденты будут происходить время от времени. Всегда будьте начеку. Если вы сосредоточитесь на моих делах, вы глубже поймете мои пути. Учитывая мою привязанность к тебе, это очень важно. «Я есть», утверждает Творец. Верь в меня. Предстоящие события в вашей жизни не будут зависеть от ваших способностей, достижений или количества приложенных вами усилий. Они согласуются с планом, который я установил, и я сохраняю над ним контроль. Вы вот-вот получите благословение, столь замечательное, что оно не поддается объяснению, и оно жаждет открыться вам. Разве я не призывал вас всегда действовать смело и ревностно во всех ваших начинаниях? Ибо Создатель, ваше Божество, будет вести и сопровождать вас, куда бы вы ни отправились. Здесь нет места страху и беспокойству. В вашей жизни вот-вот произойдет трансформация, которая будет полезна во всех отношениях, и эта трансформация произойдет вскоре в результате чего-то, что вот-вот войдет в вашу жизнь. Вам больше не придется беспокоиться о вещах, которые причиняют вам страдания и бессонницу. После сегодняшнего вечера эти опасения станут далекими воспоминаниями. Будьте готовы к значительному изменению траектории вашей жизни. Если вы верите в Создателя, скажите «Аминь». Создатель повелевает: «Не бойся, ибо я с тобой. Не ужасайся, ибо я твое божество. Я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя праведной рукой правой руки моей». У Создателя есть уникальное место в мире, которое Он хочет, чтобы вы открыли, место, куда раньше никто из вашей семьи не ступал. Он обладает непостижимым изобилием благосклонности, возможностей и влияния,
в отличие от всего, что вы когда-либо видели. Доверьтесь Создателю и никогда не сомневайтесь в справедливости Его обещаний. Вместо того, чтобы полагаться на свое собственное понимание и накопленную мудрость, признавайте и цените Его во всем, что вы делаете. Он будет руководить вашими действиями ради вашего наибольшего блага. Создатель советует нам не высказывать своих жалоб и недовольства. Положите конец бессмысленному беспокойству, в котором вы участвовали. Не придавайте слишком большого значения своим личным заботам, вместо этого верьте моим словам. Ваша непоколебимая вера в меня вызывает у меня трепет. Ты зеница моего ока, и я торжественно обещаю, что никогда и ни в чем не разочарую тебя, ни словом, ни делом. Делайте добро, и добро придет к вам. Творец призывает вас приблизиться к Нему, приравнивая это к добру. Если вы продолжите верить в Меня, я благословлю вас обильно. Если ты проявишь смирение, я возвышу тебя. Помните, вас бы здесь не было, если бы в ближайшем будущем вас не ждало нечто большее и существенное. У Создателя уже много дел на повестке дня, но Он благословит вас и вашу семью. Он исцелит каждую часть вашего тела, пораженную болезнью. Он превратит каждый негативный аспект вашей жизни во что-то позитивное. Господь Создатель объявляет: «Приготовьтесь, потому что я собираюсь открыть нечто, что совершенно вас поразит». Я уже начал строить планы относительно своего богатства, здоровья, независимости, продвижения по службе и человека, с которым я проведу остаток своей жизни. Когда это наконец произойдет, это застанет вас врасплох. Если вы окажетесь в недоумении, Создатель советует вам не отдаляться от Него. Вместо этого подойдите ближе. Обратитесь к Нему за советом, как действовать, если вам что-то трудно понять. Не стесняйтесь прийти и поговорить со мной об этом, и я буду более чем счастлив направить вас на правильный путь. Вам предстоит пережить невероятно глубокие прозрения, которые станут поворотными моментами в вашей жизни. Не задумывайтесь об этом больше, чем это абсолютно необходимо. Это обязательно произойдет, так что верьте в меня. Утверждение, приписываемое Творцу, можно найти в Библии. В нем говорится: «Я пришел в мир как свет, чтобы никто из верующих в меня не остался во тьме». Это говорит Создатель, чтобы подчеркнуть тот факт, что те, кто доверяет Ему, никогда и ни в чем не должны оставаться в неведении. Создатель даст вам силы продолжать идти вперед, даже когда вы чувствуете себя истощенным. Это произойдет тогда, когда вы почувствуете, что у вас больше нет сил, даже когда кажется, что все вокруг вас идет наперекосяк и выхода нет. Он может заставить вас улыбнуться и снова смеяться. Вы можете положиться на Него в поиске решения, даже если кажется, что ни один из других вариантов не сработает. В этом отношении Он надежен. Вы собираетесь начать новую важную главу в истории вашей жизни, и она будет решающей. Ни при каких обстоятельствах нельзя чувствовать необходимость жить в постоянном страхе. Если вы желаете этого благословения, наберите 2222. Ваши ожидания и стремления со временем оправдаются. На следующей неделе вы получите больше разнообразных преимуществ, и эта тенденция сохранится и на следующей неделе. Создатель предупреждает, что будут моменты, когда Он будет мешать вам перейти к следующему этапу. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с пониманием чего-либо, не стесняйтесь обращаться ко мне за советом. Я всегда готов направить вас в правильном направлении.
Вы стоите на пороге глубоких преобразующих прозрений, которые радикально изменят вашу жизнь. Вам не нужно все слишком анализировать, просто доверьтесь мне и позвольте событиям развиваться естественным образом. В Священном Писании отрывок, приписываемый Богу, гласит: «Я пришел в мир как свет, чтобы никто из верующих в меня не оставался во тьме». Это означает, что те, кто верит в Бога, никогда не останутся во тьме. Бог дает силу противостоять даже самым трудным ситуациям, когда кажется, что твоих сил уже нет. Он может вернуть радость и смех в вашу жизнь, когда все кажется безнадежным, и вы можете рассчитывать на то, что Он предложит решение, даже если ни одно из них не кажется осуществимым. Вы собираетесь начать новый важный этап в своей жизни, определяющую главу. Жить в постоянном страхе нет необходимости. Для тех, кто жаждет этого благословения, введите число 2222. Будьте уверены, что ваши стремления и мечты со временем осуществятся. Предстоящие недели предвещают увеличение благословений, предназначенных для вас, и эта закономерность сохранится и в последующие недели. Бог предупреждает, что будут моменты, когда Он может приостановить ваше путешествие, пока не сможет гарантировать, что предстоящий путь безопасен и лишен потенциальных опасностей. Будьте благодарны за то, как все произошло. Будьте уверены, вы не упустите фантастические возможности, предназначенные для вас. Господь обещает период обильных благословений и необыкновенных событий, и этот этап начнется в ближайшее время. Смело заявляйте во имя Иисуса, что вы являетесь законным бенефициаром этих благословений. Проводите свой день с уверенностью, что на вашем пути будет только удача. Позитивный сдвиг на вашем жизненном пути не был случайным, этому было суждено случиться. Однажды Бог заявил: «Если бы я не думал, что ты способен, я бы не создал тебя. Я бы не поручил тебе задачу, с которой, как я верил, ты не справишься». Это означает, что у вас есть возможность выполнить то, что вы намеревались сделать. Помните, что каждый шанс, которым вы воспользовались, был предоставлен вам с определенной целью. Сохраняйте оптимизм и понимайте, что вам не нужно ни о чем беспокоиться. Бог со всем этим справится. Повествование, которое Бог запланировал для вас, все еще пишется специально для вас. Не теряйте веру только потому, что некоторые элементы остаются за пределами вашего понимания. Господь заверяет вас, что даже если вы не сможете предвидеть свое будущее, верьте, что оно сложится положительно. Вы выйдете победителем из этой битвы, заняв первое место. Подготовьтесь к значительным переменам, которые вот-вот произойдут в вашей жизни. Секрет в том, что вы уже визуализировали это в своем уме, и теперь оно вот-вот воплотится в жизнь. Этот секрет имеет различные стадии успеха. Бог признает трудности, которые вы преодолели, чтобы выбраться из тьмы. Он осознает психическое напряжение и проблемы, с которыми вы столкнулись. Он хвалит вас за то, что вы доверились Ему и вместе преодолеваете препятствия. Он в восторге от вашего успеха. Общеизвестный факт: никто ничего не может добиться в одиночку, но коллективно мы можем добиться успеха. Он сочувствует вашим нынешним трудностям и желает, чтобы вы поделились с Ним всеми своими заботами. Он направит вас в правильном направлении. Доверьтесь Ему, и вы будете благодарны за то, что сохранили веру в Его обещания. Он заверяет вас в своей преданности выполнению своих обещаний.
Прислушайтесь к посланию ангелов, верьте, что путь, по которому вы идете, предназначен именно для вас. Случайностей не бывает, и со временем все станет ясно. Верьте, что Бог с вами на каждом шагу, обещая дать вам мир и надежду даже в неопределенные периоды. Независимо от трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, вас сопровождает присутствие Бога. Верьте в себя и знайте, что вы добьетесь успеха во всем, что решите сделать. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативе, сосредоточьте свое внимание на позитиве. Не позволяйте текущим обстоятельствам привести вас в состояние самоуспокоенности. Вы еще не достигли конца своего путешествия. После того, как вы достигли этой области, вам следует начать готовиться к тому, что будет дальше. Если вы верите в Бога, пожалуйста, распространите информацию, показав большой палец вверх. Библия утверждает, что у Бога есть план для каждого человека. В мире есть работа, которая ждет, чтобы вы ее выполнили. Вы занимаете очень важное положение. Важно расставить приоритеты в Боге в своей жизни и во всех своих действиях. Дистанцируйтесь от греха и благословляйте своих собратьев-христиан, поддерживая их и избегая повторного впадения в грех. Вас очень ценят. Прямо сейчас мы видим, как ваша красота материализуется на наших глазах. Ваш необыкновенный талант теперь стал более заметен, чем когда-либо. Вы не можете избежать событий, которым предначертано произойти в вашей жизни. Ничто и никто в мире не может предотвратить эти явления. Приблизьтесь к достижению цели, которую вы перед собой поставили. Ваше время придет, поэтому вам следует подготовиться к нему уже сейчас. Вы находитесь на грани того, чтобы испытать это, и у вас есть ощущение, что оно приближается к вам. Совпадений не бывает, и каждому событию, происходящему на Земле, пора проясниться. Мы внимательно следим за вашим путешествием, и важно помнить, что Бог с вами на каждом этапе пути. Даже во времена неопределенности у Него есть план, который обеспечит вам мир и надежду. Независимо от трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, присутствие Бога сопровождает вас. Верьте в свои способности и знайте, что вы способны добиться успеха во всем, что захотите. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на неблагоприятных аспектах вашей ситуации, направьте свое внимание на то, что работает в вашу пользу. Очень важно не позволять нынешним обстоятельствам убаюкивать вас. Помните, вы все еще в пути и еще не достигли пункта назначения. Проходя эту часть своего пути, очень важно подготовиться к тому, что может ожидать в ближайшее будущее. Если ваша вера в Бога сильна, пожалуйста, поделитесь ею, распространяя информацию. Библия утверждает, что у Бога есть план для каждой отдельной жизни, подобно тому, как где-то в этом мире есть роль, которую вы ожидаете выполнить. Всегда важно ставить Бога на первое место в своей жизни и во всех своих начинаниях. Отступите от греха и станьте благословением для своих собратьев-христиан, поддерживая их и делая все возможное, чтобы не впасть снова в грех. Вы занимаете важное положение, и мы наблюдаем, как ваша красота материализуется на наших глазах. Ваш блеск сейчас более очевиден, чем когда-либо прежде. Помните, вы не сможете избежать событий, которым суждено произойти в вашей жизни. Ничто и никто в мире не может предотвратить их возникновение. Вы находитесь на грани достижения своей цели. Ваше время придет, так что будьте к нему готовы. Вам предстоит испытать множество вариантов, которые окажутся выгодными.
Если вы сохраните веру в Бога и постоянно практикуете молитву, вы заметите положительные изменения, происходящие в вашей жизни. Любовь, исцеление и изобилие находят свой путь в вашу жизнь, как и должно быть по праву. Ваши трудности и испытания чудесным образом разрешатся, и каждый член вашей семьи получит дождь благословений. Чудесные явления будут происходить именно тогда, когда это необходимо. Бог знает о ваших чувствах и знает, что все может пойти не так, как вы надеялись. Однако, если вы доверяете Ему, Он позаботится о том, чтобы вы двигались в правильном направлении. Космический порядок неустанно работает над устранением любых препятствий, стоящих на вашем пути. Ожидайте некоторую финансовую поддержку в не столь отдаленном будущем. Скоро наступит время, когда вас переполнит чувство любви, и вы испытаете ни с чем не сравнимую радость. Если верите, наберите 111. Господь говорит, что вам не о чем беспокоиться на данный момент, поскольку у Него все под контролем. Он постарается решить любые проблемы, вызывающие у вас беспокойство, и принесет извинения за любые неудобства, которые это может причинить. Он разработает уникальный метод, который поможет вам перемещаться по городу, помогая вам входить в здания и открывать двери. Радуйтесь, ибо засуха, которую вы терпели, скоро закончится. В ближайшие дни и годы вас осыпают благосклонностью, любовью, исцелением, значительными переменами, новыми возможностями и благами. Ваши самые искренние молитвы будут услышаны, и на них будет получен самый полезный ответ. Продолжайте молиться, и вы увидите результаты. В этот сезон изобилия давайте помнить, что с Богом все возможно. Он услышал ваши молитвы и увидел ваши слезы. Приготовьтесь к благословениям и прорывам, которые ждут вас на горизонте. Даже в тех местах, которые вам еще предстоит занять, сила Божья будет творить чудеса в вашей жизни. Если вы считаете, что это правда, подтвердите свое утверждение, набрав 222. Никто из нас не может гордиться своей любовью к Богу, поскольку мы ежедневно спотыкаемся. Однако мы всегда можем похвастаться непоколебимой любовью Бога к нам. Он никогда не разочаровывает нас. Он восхищается вашей решимостью и настойчивостью. Продолжайте подвязаться добрым подвигом веры, ибо вы сильнее, чем вы думаете, и Его любовь к вам не знает границ. Божье послание на 2023 год – это послание о восстановлении. Он обещает поправить ваше здоровье, отношения и финансы, а также воплотить ваши мечты в реальность. Если вы готовы принять эти обещания, подтвердите это, набрав 555. Пусть благосклонность Господа окутает вас, предоставив под Его крыльями щит, от которого вас не сможет коснуться никакой вред. Пусть Он благословит и защитит тебя, озаряя тебя милостью Своего лица и даруя тебе мир. Иисус призывает нас всегда радоваться в Господе, независимо от наших обстоятельств. Доверьтесь Ему, хвалите Его за Его доброту и станьте источником благословения для других. Если вы верите в Иисуса, подтвердите это, набрав 777. Вселенная готова предоставить удивительные возможности в вашу жизнь. Благословения, которые вы получите, огромны и преобразуют. Но Бог призывает вас отбросить негатив, неуверенность в себе и обесценивание. Вы Его чемпион, рожденный побеждать. Поставив Его на первое место в своей жизни, вы испытаете истинный мир и счастье. Подтвердите это, набрав 999. Хотя может показаться, что вы несете бремя мира,
и испытываете моменты одиночества и отчаяния, помните, что Бог всегда рядом с вами. Он ваш постоянный источник силы и утешения. Давайте помолимся вместе. Дорогой Отец Небесный, даруй терпение моему тревожному сердцу и сними с меня бремя жизни моей. Покрытый кровью Иисуса, я молюсь, чтобы на моем рабочем месте воцарился мир, заменив зависть, конфликты и раздоры спокойствием. Я благодарю вас за еще один день и за то, что вы присматриваете за моей семьей. Я доверяю Тебе и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Бог обещает бесконечные благословения, обильные улыбки, финансовые прорывы и необыкновенные возможности до конца этого месяца. Он знает, какие планы Он имеет для вас, планирует принести вам процветание, а не причинить вам вред, и дать надежду на будущее. Если вы верите в эти божественные обещания, введите 11:11. В молитве мы стремимся к продуктивным дням, мирным ночам и тихим домам. Мы молимся о плодотворных начинаниях и ожидаем огромного успеха в нашей финансовой, духовной и любовной жизни. Ведомые Святым Духом, ангелами-хранителями и Всевышним Богом. Чтобы подтвердить это, введите 222. И, наконец, вот 6 истин от Бога, которые следует запомнить сегодня. Во-первых, доверьтесь Ему, ибо Он исправит то, что сломано в этом сезоне. Во-вторых, Он даст силу во времена слабости, радость в унынии и укажет путь, когда все кажется невозможным. В-третьих, у Бога есть для вас великие планы, дни, наполненные благословениями, прогрессом и ростом. В-четвертых, ваша следующая молитва может изменить вашу жизнь. В-пятых, верность Богу приведет к успеху. В-шестых, Бог простил тебя. Пришло время простить себя. Если вы верите в эти истины, пусть ваш ответ будет «Аминь». Бог уверяет нас, что когда мы несем в своем сердце тяжелое бремя или испытываем чувство безнадежности, Он готов благословить вас и вашу семью жизнью с избытком. Благосклонность Господа сияет на вас, пока вы держитесь за Него. Он обладает силой чудесным образом избавить вас от текущих проблем и улучшить вашу жизнь. Бог приглашает вас приблизиться, обещая, что Он приблизится к вам. Когда вы делаете добро, добро к вам вернется. Держитесь своей веры, и вы будете вознаграждены. Оставайтесь смиренными, и вы будете возвышены. Вера проявляется в прославлении Бога во время жизненных бурь, в доверии Ему в долинах и в следовании за Ним во времена тьмы. Помните, Бог способен на все, что Он скажет. Все, что вам нужно, это верить в Него. Точно так же, как мы не можем полностью понять, как формируется ветер или как дети развиваются в утробе матери, мы не можем полностью понять пути Бога. Но очень важно доверять Ему, поскольку Он способен творить чудеса в вашей жизни. Если вы верите, что Бог осуществит все, подтвердите это, набрав 555. Бог уверяет вас, что ваши обстоятельства будут соответствовать масштабу вашей мечты. Доверьтесь этим словам: «Я не оставлю тебя». Перед концом марта Бог посылает вам огромное благословение. Ваша стрессовая ситуация скоро закончится. Ваш золотой период уже не за горами. Бог заявляет, что исцеление и восстановление уже идут, и приближаются ваши самые продуктивные и процветающие дни. Если вы верите в это обещание, наберите 777. Господь призывает вас продолжать просить, искать и стучать, и Он откроет нужные двери, закрывая те, которые открыл враг.
Помните, что Божьи благословения обновляются каждое утро, поэтому не отчаивайтесь после трудного дня. Радуйтесь, ибо завтрашний день приносит новые блага. Даже если вы чувствуете усталость, разочарование или разочарование, не сдавайтесь. Бог – ваш целитель, и двери вот-вот откроются для вас. Ваша ситуация находится на пороге существенной трансформации. Если вы верите, введите 2222, чтобы заявить об этом. Дорогой Бог, хотя я, возможно, и не осознаю ту боль, которую испытываю, я верю, что ты понимаешь. Дай мне силы выстоять. Позитивные перемены уже не за горами, и это сообщение – ваше подтверждение того, что все будет в порядке. Бог прокладывает для вас новый путь. Если вы верите в Его план, напишите «Да». Бог утверждает, что ничто из того, что произошло в вашей жизни, не разрушило Его план для вас. Хотя это может занять время, Он знает, как привести вас к месту назначения. Вы никогда не одиноки. Господь всегда рядом с вами, готовый сражаться в ваших битвах и принести мир и радость в вашу жизнь. И если вы видите это сообщение, это означает, что у вас появится второй шанс на жизнь, который позволит вам жить жизнью своей мечты. Не упустите эту возможность. Введите 3333, чтобы получить его. Срочные новости. Сегодняшний день знаменует конец ваших слез и беспокойства по поводу вашей ситуации. Бог уже решил эту проблему. Если это не в Его воле, пусть оно будет удалено с вашего пути, принеся вам мир. Поздравляем, Бог услышал ваши молитвы, и большой успех не за горами. Вселенная посылает в вашу жизнь человека, который удивит вас своим уважением, верностью, честностью, привязанностью и безусловной любовью. Наберите 5555, если верите. Когда мы входим в присутствие Бога с благодарением и хвалой, мы выражаем благодарность и благословляем Его имя. Даже когда мы сталкиваемся с самыми темными долинами, мы не боимся зла, потому что Он с нами. Вселенная убирает токсичность с вашего пути, и благословение денег и любви уже в пути, делая вас еще счастливее. Дорогой Бог, помоги мне принять то, что я не могу изменить, и направь меня к благословениям, которые Ты приготовил для меня. Введите 777 для подтверждения. Сегодня объявите, что вы получите изобилие любви, исцеления и благословений, а ваша семья, когда это необходимо, испытает исцеление и чудеса. Не беспокойтесь, вместо этого излагайте свои просьбы Богу через молитву и прошение с благодарением. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, благодать и постоянные благословения. Мы глубоко любим Вас и ценим Вашу защиту и надежду, которую Ваш Дух вселяет в нас. Во имя могучего Иисуса мы молимся. Аминь. Ангелы напоминают вам не игнорировать это послание, а прислушаться к срочному призыву Бога. Небесный Отец, мы предстаем перед Тобой, смиренной мудростью и руководством, заключенными в Твоем Святом Слове. Ваши священные писания, от Откровения до Псалмов, от Иисуса Навина до послания Филиппийцам, предлагают нам глубокие идеи и слова утешения. Мы возносим наше сердце в молитве, вплетая эти стихи в нашу просьбу. Чтобы выразить поддержку нашей христианской общины, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Ожидая того, что для вас наиболее важно, проявляйте терпение и сохраняйте спокойное поведение. Пытаться преследовать его было бы бесполезно. Если предположить, что Бог хочет, чтобы вы преуспели в его получении, Он лично доставит его вам в ближайшем будущем.
напечатайте «Аминь», чтобы проявиться. Спасибо за просмотр и, пожалуйста, подпишитесь, чтобы получать больше посланий от Бога.